8 декабря. Пирамида. И бутылку откроет, и по стаканам разольет, а если потребуется, и машину может собрать. Такого робота-манипулятора создали казанские разработчики. Новинкой уже заинтересовались за рубежом. Из Чехии там частично заинтересовались там. Это устройство, которое может выполнять любые промышленные операции, так как сварка, обслуживание станков, сборка изделий. В обратном направлении из Чехии в Татарстан уже привезли свое производство изготовители арматуры. Причем в Нижнекамске чехи и дальше планируют расширять свое дело. Татарстан – республика, которая реально хочет развиваться. Здесь люди относятся очень хорошо к делу. Обсудить промышленные дела в Казань приехали более 2 десятков руководителей крупных чешских компаний. Были подписаны несколько контрактов, по которым республиканские производители получат чешские технологии. Чешская республика является крупно развитой промышленной страной, так же как и Республика Татарстан. Поэтому у нас есть поприще для совместного сотрудничества. Такими договоренностями Татарстан серьезно продвигает и расширяет сотрудничество в масштабах 2 стран. Сейчас товарооборот России и Чехии составляет около 7 миллиардов долларов, и 450 миллионов из этой суммы приходится на долю республики. С учетом показателей товарооборота прошлого года мы видим хорошую тенденцию по увеличению, по росту и экспорта из России, и импорта из Чехии. Татарстан готов расширить поставки в Чехию автокомпонентов и полимеров. И, как заявил Рустам Миниханов, для сотрудничества еще есть множество сфер. Есть у нас инвесторы из Татарстана в Чехию. Мы скоро откроем предприятие по производству упаковок. Ну и много других направлений. Агропромышленный комплекс, конечно, IT. Открыть свой бизнес в Татарстане предлагают и чешским бизнесменам. Среди перспективных проектов Татарстано-чешского сотрудничества можно рассмотреть привлечение потенциальных резидентов в особую экономическую зону Алабуга и Иннополис, другие инвестиционные площадки Татарстана. В какие конкретные проекты выльется общее желание сотрудничать, покажет время, когда свое слово скажет язык цифр. Надеются, что положительных решений будет предостаточно. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.